Арвелод Ирастович Куправа – автор более 500 опубликованных работ, среди которых фундаментальные научные издания и более 50 монографий, сборников и брошюр. Кроме того, Арвелод Куправа является соавтором такой известной работы, как «Очерки истории Абхазской АССР» и первого вузовского учебного пособия «История Абхазии». Подробно о биографии и научной деятельности ученого в своем докладе рассказал доктор исторических наук Аслан Авицба, который в свое время был его студентом, а в последующем и коллегой. За свою без малого 95-летнюю жизнь ученому пришлось пережить и перенести немало невзгод и утрат. Во все времена история Абхазии оставалась его главным занятием. Весь ритм его жизни был посвящен этой главной задаче. Отношение к своему делу, преданность профессии и, как следствие, высокий профессионализм Арвелода Ирастовича, безусловно, должны стать примером для последующих поколений исследователей. Арвелод Куправа – летописец истории советских времен. Именно так отзывался о нем каждый, кто выступал на конференции. Вклад Арвелода Ирастовича в абхазскую науку неоценим. Его по праву можно назвать ведущим историографом Абхазии. Первый кандидат и доктор наук по истории Абхазии советского времени, посвятивший научной деятельности более 70 лет своей жизни. Историографические исследования начинал именно Арвелод Ирастович. Он был один из первых, по большому счету даже первый, кто защищался по советской Абхазии, потому его руководители, поскольку специалистов в этой области не было, был Зураб Феодорович Аль-Чабадзе, и то, что сделал Арвелод Ирастович по советской Абхазии, да, это вот готово, это фундамент для любых исследователей. Область исследований Куправа достаточно разнообразна. Вопросы аграрной истории Абхазии, транспорта, промышленности – все, что касалось первых лет советской власти в республике, было предметом изучения для ученого. В своих трудах Куправа подробно рассказывал и об исторических фактах советской Абхазии, которые не упоминались нигде. Одним из таких событий является многодневной общенациональный Дурижский сход против вхождения Абхазии в Грузию и против колхозов, в котором принимала активное участие мать Нестора Лакова. Он говорит об антиколхозном мероприятии против той реформы, которая готовилась в советский период. Кстати, меня это натолкнуло на мысль о том, что как-то хронологически это все совпадает с другим событием, очень важным. Это преобразование СССР Абхазии в автономную республику и включение в состав Грузии с 1931 по 1991 год. Это был единственный материал, где упоминалось, что Дурижский сход, он вообще имел место, как бы в истории Абхазии. Я имею в виду в советской историографии. Об этом сходе он, в принципе, написал в 1988 году, а в 1989 году состоялся уже, вы знаете, Лыхтинский сход огромный. И я думаю, что это очень большую роль сыграло и играет для изучения политической истории Абхазии. На научную конференцию памяти Арвелода Куправа специально из Москвы приехал его сын Тенгиз. Те труды, то наследие, которое оставлено старшим поколением, нужно публиковать, нужно продолжать. Вот на этой волне была проделана действительно очень большая работа. Эта работа продолжается, этот настрой есть. Отец мой занимался советским периодом. Этот период очень важен для понимания и осмысления уже через столетия. Сделать новые выводы, новые обобщения – это очень важно. И тот уровень, который мы сегодня имеем везде, и в промышленности, и в экономике, и в науке, и в нашей писательской среде, и в языкознании. Я сегодня вижу, что это понимание есть, что этот период надо изучать. На научную конференцию из Москвы также приехал друг семьи Арвелода Куправа, профессор философии, поэт, писатель, член Союза писателей России Юрий Михайлович Зильфов. Он прочитал стихотворение, которое посвятил уходу Арвелода Ирастовича. «Ангел мой ангел, говори со мною, давно я, вслушиваясь в мысль, ищу всю связь в строках с тобою, и в этом вижу важный смысл. Поговори со мной в молитве, сакральной ниточкой в словах, и расскажи мне все о битве там, высоко на небесах».
Еще при жизни Арвелода Куправа планировалось издание 10-томного собрания его сочинений и 5-томного сборника материалов по истории Абхазии советского периода из архива ученого. Однако удалось издать только 4 тома собрания и 3 тома материалов. На конференции было отмечено, что все труды Арвелода Ирастовича должны быть опубликованы, так как это имеет большое значение для будущего поколения исследователей истории Абхазии. Алиса Шамба, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.